Бүгінгі сұхбетіміз музейлер ақында olacak. Әрбір халқың kendi muzeyleri var. Muzeyler bu büyük bir baylıklar. Hazine evleri. O baylığın fiyatı yok. Onu ölçemeye çaresi de yok. Lakin halkların içine muzeylerin varlığı halkın baylığı sayılır. Biz deportasyyadan kaytan son Kırım'ın içine kendi müzeylerimizde tiklemeye başladık. Tikleme ağır kitey. Çok şeyler saklanıp kalmadı. Çok şeyler joyuldu. Onun için bizim müzeylerimizin bugünkü varlığından gelecek varlığı pek büyük farkı olacak. Gelecekte kısmet olsa biz kendi müzeylerimizi büyük dereceye götürmeye oluruz. Şu meseleleri aydınlatmak için bugün biz misafirliğimize görümlü, bilgili müzeycileri teklif ettik. Сегодня у нас в гостях член Общественной палаты, директор Центрального музея Тавриды Мальгин Андрей Витальевич. Добрый день. Здравствуйте. Научный сотрудник Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Мустафа Мустафаев. Hoş geldiniz. Так как проблема, которую мы будем обсуждать, касается всех крымчан, диалог в основном, конечно, будет идти на русском языке. Но есть некоторые моменты, мы сразу приносим извинения Андрею Витальевичу, которые мы будем обсуждать на крымско-татарском языке. Хорошо. Поэтому первый вопрос, который бы я хотел задать, это вопрос, который очень волнует крымчан. Естественно, это скифские сокровища. Сокровища, которым мы так гордились, так ценили, были вывезены в Европу для того, чтобы они могли посмотреть, увидеть эту красоту, по каким-то непонятным причинам вдруг застряли в Европе. Начали выдвигаться какие-то политические постановки вопросов. Непонятно было, как они его хотят возвратить, хотя в любой системе, в любой стране возвращается то, у кого его взяли. Взяли у крымских музеев, значит, должны были вернуть крымским музеям. Разъясните, пожалуйста, эту ситуацию. С удовольствием, Шевкетбей, я попробую разъяснить эту коллизию, которая возникла с нашими сокровищами. Тем более, что это действительно противоречит всем правилам музейной этики и всем нормам международного права в межмузейном сотрудничестве. Потому что действительно договоры были подписаны между Амстердамским университетом и музеем Алларда Пирсона с одной стороны, и с другой стороны между 4 крымскими музеями. Это Херсонес-Таврический, Бахчисарайский заповедник, заповедник в Керчи, Восточно-Крымский, и Центральный музей Тавриды. И всего уехало 565 предметов, а если учитывать, что эти предметы зачастую составные, как, например, бусы, да, то общее количество вещей 2111 единиц. И, конечно, для Крыма, для нас, для всех, для музеев и для сообщества в целом это серьезная потеря. Я должен сказать, что первая инстанция суда приняла решение не в нашу пользу. Амстердамский городской суд в середине января принял решение о передаче этих предметов Украине. Но это не окончание спора, не окончание дела. Этот вопрос будет теперь рассматриваться в окружном суде Голландии. Мы подали апелляцию, и мы надеемся, что окружной суд, а такие прецеденты нередки, рассматривает дело снова по существу, и оно не будет решено так однозначно и так в таком противоречии и с нормами музейного права, с нормами международного права, что мы надеемся, что окружной суд Амстердама не будет игнорировать права Крыма, потому что, прежде всего, речь идет о нарушении прав всех жителей Крыма, которые лишены доступа к их культурному наследию. Понятно. Спасибо. Мустафа, возвращение крымских татар на свою родину, естественно,
подняло на поверхность очень многие вопросы музейных ценностей, которые были утеряны за многие годы депортации, вдалеке от Родины. Сегодня состояние наших музеев, как вы оцениваете? Ну, как вам ответить на этот вопрос? Во-первых, конечно, вы правы. Депортация, которая длилась более полвека, нанесла очень большой урон как материальной культуре народа, так и языковому барьере и во всем остальном. Вы понимаете, крайне обидно, конечно, что было практически потеряно все и все. Потому что даже те кладбища, которые как будто никому никак не мешали, и те были выровнены. Вот если взять даже, к примеру, дом нашего национального героя Амитхан Султана, дом деда, то вот это все деревянное, то, что перед ним был, магаз, все так далее, и то убрано. Хотя в этом доме сегодня малое общежитие живет 7 семей. Ну, конечно, как бы то ни было, вот мы сегодня находимся в арендованном здании. Усилиями, конечно, руководства музея, членов, работающих, руководящих работников республики, были приняты меры. Сегодня уже проведен более-менее качественный ремонт. Уже входить в музей, по крайней мере, вы понимаете, что будет, когда мы заходили, пол вот так вот трясся. Сегодня мы хоть заходим, какое-то почти эстетическое есть наслаждение. Но все-таки, понимаете, большей частью, а приходит к нам очень много народу, больше, вот сколько бы, особенно когда вот по моей теме, о теме Великой Отечественной войны или депортации и так далее, приходит масса детей. Вы понимаете, такое бывает желание взять вот просто вот так вот разодвинуть стены, потому что ну, максимально 35-40 человек, а их приходит ведь сотни. Конечно, желательно было бы иметь собственное здание, иметь, как говорится, более материальное обеспечение. Вот. Но я должен отдать должное. Вот в частности, не потому, что Андрей Витальевич рядом сидит, мы не один уже более десятка лет знакомы. Мы каждый раз по любому вопросу придешь, или к нему, или к Вишневской, или к главному хранителю, никогда нет, я не слышал. Вот в этом отношении я благодарен тому, что хоть в какой-то степени нам помогает, понимаете, вот встать на ноги. Понятно. Ну, я думаю, что сегодня мы встали на ноги, Андрей. Хоть возьми музей Амитхан Султана. Будем надеяться. Хоть возьми наш Вот, музей. вот когда у вас будет здание достойное, тогда мы можем говорить. Будем надеяться. Да. Ваши слова до Бога в уши. Министру культуры, да. Да, и министр. Андрей Витальевич, такой вопрос. Смотрите, в 2014 году президент России подписал указ о реабилитации депортированных народов. И в преамбуле было четко сказано, что указ преследует восстановление исторической справедливости. Вот скажите, пожалуйста, какие мероприятия или какие положения в музейной работе у вас в свете решения указа и восстановления исторической справедливости были сделаны? Шевкет Бей, ну прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу прокомментировать немного то, о чем говорил уважаемый Мустафа Бей, вот о потерях, да, и о состоянии крымско-татарского культурного наследия и музейного наследия сегодня. К сожалению, мы ведь до сих пор не знаем, то есть такой инвентаризации, да, этого наследия, его, по сути, не проводилось. А в каждом музее Крыма есть достаточно большое количество предметов крымско-татарских. Вот, например, в Центральном музее Тавриды у нас была коллекция, которая насчитывала 700 с лишним вещей до войны. Вот. Потом в 40-е, 50-е годы происходили изъятия, совершенно разные, и по политическим мотивам, и не по политическим мотивам. Например, у нас была коллекция, небольшая коллекция Коранов, у нас в Бахчисарае, когда строили во Львове музей истории и религии, то решением Министерства культуры Украины просто эти вещи уехали во Львов, и они там до сих пор экспонируются или хранятся, и мы не знаем, в каком состоянии. Но все-таки, несмотря на то, что была политика
как бы избавления, да, от наследия крымских татар музейного. Все-таки музейные работники, нужно сказать, по максимуму сохранили все, что было можно сохранить вот в те времена. Да? И, скажем, коллекция наша уменьшилась, крымско-татарская, но все-таки 400 с лишним предметов, это, в частности, эскизы, которыми пользовалась артель Иллирии, такая известная артель по росписи посуды в 30-40-е годы. Замечательные образцы крымско-татарской вышивки, эскизы к этим образцам, которым принадлежали перу известных художников крымских татар, и достаточно большое количество других вещей, все-таки у нас было сохранено благодаря тому, что сотрудники музея, они ответственно подходили к выполнению своих обязанностей. Времена меняются, а культурное наследие должно оставаться. И все-таки мы сохранили. Много утрачено, безусловно, утрачено очень много. Но все-таки что-то сохранено в качестве основы, на которой можно сегодня строить какую-то, так сказать, вот музейную деятельность, да, по возрождению национальной культуры. А что касается вашего вопроса, Шевкет Бей, то, ну, во-первых, я должен сказать, что тема национальных культур Крыма и крымско-татарской культуры, ну, в нашем музее она присутствовала постоянно. Вот. Но, безусловно, указ президента, он определенный толчок дал, он как бы снял определенные, даже психологические, какие-то культурные ограничения, да, которые были в показе, в развитии этой темы, в личном отношении исследователей к этой теме. И вот в прошлом году, к концу прошлого года, мы открыли две очень знаковых выставки, в которых, ну, нашла отражение крымско-татарская тема крымско-татарского культурного наследия. Это выставка, посвященная Крымской АССР, а в прошлом году мы отмечали 95-летие создания Крымской АССР, которая, как известно, имела очень такой серьезный крымско-татарский колорит. И вот на нашей выставке, которая посвящена 95-летию, мы постарались представить, так сказать, вот эту сторону жизни Крыма 20-30-х годов, которая, ну, на протяжении жизни уже ни одного поколения просто не показывалась никогда. Это и документы, это и предметы. Например, та же коллекция артели Иллирий из Бахчисарая. Это документы, которые написаны на русском, крымско-татарском языках. Это государственные, так сказать, бумаги. Вот это документы участников колхозного строительства. В конце концов, это фотографии председателя Крымцыка Вели Ибраимова, которых до этого времени, так сказать, очень трудно было увидеть в любой экспозиции или даже в литературе. То есть их не было, они в 30-е годы просто, так сказать, изымались, вымарывались, уже будучи опубликованными. Вот мы, благодаря архиву государственному, смогли сегодня, ну, представить, по крайней мере, так сказать, облик этого человека, этой незаурядной личности, спорной, конечно, во многом, но незаурядной. И, конечно, вторым проектом, беспрецедентным, на мой взгляд, стало создание совместно с музеем, Крымско-татарским музеем культурного исторического наследия, который здесь представляет Мустафа Бей, мы и еще 5 крупных крымских музеев: Феодосийский музей древностей, Старокрымский музей, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, мы создали выставку, которая называется «Крымский юрт Золотой Орды». Вот. Это короткий период, предшествовавший созданию Крымского ханства, короткий, очень яркий период истории Крыма, когда Крым становится важным таким звеном на Великом Шелковом пути и таким своеобразным центром пересечения различных влияний культурных. Вот мы впервые ну тут уже даже не за 70 лет, да, и там не за, а за более длительный период. То есть это, наверное, можно сказать, что это вообще никогда не показывалось. Со времен присоединения Крыма. Да.
Ну, а до этого не было музейной Да. практики показа, ничего Ну, я подобного. имею в виду в Вообще России. за всю историю, так сказать, музейного дела в Крыму, это впервые. Это уникальная совершенно выставка, в создании которой приняли участие замечательные Которая сегодня продолжает музейщики. работать. Она работает. Ее научным куратором был Эмиль Исаевич Сейдалиев, так сказать, молодой, но уже известный специалист по истории Крыма периода Средневековья. Замечательно выставлены монетный ряд, изделия из драгоценных металлов. Китайский селадон даже у нас есть там на этой выставке. То есть великолепная выставка, которая продолжает работать. И поэтому, по-своему, как мне кажется, мы способствуем выполнению указа президента. Вы знаете, вот я добавлю. Да, пожалуйста. Дело в том, что вы помните, как-то заходил разговор о том, что в Феодосии были так называемые кяризы. Да. Это типа такого колодца. И Да. вот даже вот эти гончарные трубы, которые соединяли между собой, и такой образец выставлен там. Да, большой кусок старокрымского водопровода. Водопровод. то есть Вот это я и говорю о чем. Потому что древнейшая вы, культура, ну, как которая будто Феодосия сотни лет засушливалась ни реки, ничего никак. А вы понимаете, 19 фонтанов действовало в городе. Да. И это все делалось путем того, кярис насыпался. Да, Гора. это каменная. Да. Была высокая культура водопользования. И оттуда, как И говорится... нам сейчас это- нужно, учитывая перекрытие канала, вот именно возвращаться те к этой большие- Воды не хватает у нас. большие Наверное, закрученные многие национальные интересы. ценные идеи, наверное, надо восстанавливать. А вот, в связи с этим, вот то, что мы сказали, проблемы музея, это же, если взять в Крыму, оно тесно переплетается с туристическим бизнесом. Ни один туристический бизнес во всем мире не обходится без музеев. То есть музей – это важная составляющая бизнеса. К сожалению, наше сегодняшнее состояние многих наших музеев в Крыму далеко не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к туризму. А мы хотим, чтобы туризм был у нас достаточно высокого уровня. Как вы думаете, что необходимо еще сделать, чтобы поднять этот пласт до потребностей? Ну, действительно, у нас, я должен сказать, что музейная сфера Крыма, она включена, в значительной степени включена в туристический бизнес. Ну, Ливадийский или Алупкинский Да, дворец. есть такие дворцы, Как же, которые... так сказать, Бахчисарайский без них, хан да, дворец. Бахчисарайский Конечно. дворец. Там Севастопольские музеи. Ну вот повезло, может быть, и не очень повезло тем, кто находится в туристической зоне. И вот мы сейчас с Мустафой Сейдаметовичем, мы не находимся в туристической зоне, мы находимся в Симферополе и выполняем несколько другие функции. Мы несем просвещение прежде всего нашим людям, ну, то есть жителям Крыма, даем им возможность школьникам, студентам приобщиться к культурному наследию и Крыма в целом, и крымских татар, и так далее. Но, безусловно, проблем много. И проблем материально-технического состояния наших музеев, особенно тех, кто находится вот в центре Крыма, они существуют. И нужно сказать, что вот совсем недавно на заседании Ассоциации музеев и заповедников при участии Министерства культуры Крыма была презентована концепция развития музеев Крыма, концепция, реализация которой, я думаю, что позволит ну, какой-то разумный исторический период, там 5, наверное, лет он займет реализация этой концепции, позволит действительно поднять уровень музеев и превратить их в интересные туристические центры. Потому что сами по себе музеи, они тоже могут превратиться в притягательные, ну, своего рода магниты, объекты, да, которые будут притягивать туристические потоки. Я должен сказать, что вот последние 3 года, да, после событий Крымской весны, после воссоединения с Россией, интерес к музеям очень сильно повысился. Потому что люди, приезжающие из России, приезжающие на отдых, они, конечно, хотят познакомиться с особенностями Крыма, понять,
Крым, понять, так сказать, что происходит здесь. И вот роль музеев здесь совершенно уникальна. И мы просто регистрируем с каждым годом повышение такого интереса. Я надеюсь, что вот реализация концепции, принятие закона регионального о музеях и музейном деле, создание программы, вот и позволит Андрей сделать. Витальевич отнес нас к разряду непосещаемых в этом ракурсе туристических. Но видите, мы в большой выгоде. Вот та крымско-татарская диаспора, которая в Турции, частным образом так к родственникам приезжает, то первым делом приезжает. Так что мы в выгоде. Кое-что выигрываете, да? В этом Так, ну выгоде. что, приглашаю вас еще выпить по чашечке кофе. Мустафа, mana siz kendi ömrünüzde pek büyük bir parçasını Ulu Kırım Tatar halkının oğlanı Ahmethan Sultan muzeyine bağışladınız. Şu müzeyi hakkında bir iki söz айтсаңыз. Дело в том, что, конечно, когда у истоков стояли, было немножко очень тяжело. Вот почему я сказал, Андрей Витальевич первый раз, когда пришел в Дом офицеров, помните, первую выставку мы делали, вот тогда завязалось наше как-то взаимоотношение, вот развитие этого вопроса помощи. Вы поймите такую вещь. Амитхан, он действительно родился в Крыму, учился в Крыму, воевал за освобождение Крыма и многое-многое другое. Поэтому, как говорится, как никто другой, он действительно имел право на открытие в честь его музея. Вот проблема была, конечно, тяжела, пока вопрос решился со зданием, потом, как говорится, началась подготовка его. На сегодняшний день я могу сказать, как говорится, так. Ваша передача наград, помните, мы лежали? Вот, кое-что нам дал Севастополь среди оружия там, и так далее, и так далее. Сделали мы многие макеты самолетов. Потом, как говорится, понимаете, вот подарил нам Севастополь КС-1, крылатую ракету, прообраз. Потом, понимаете, вот, в конце концов, Ла-7. Сегодня в музее, можно сказать, в полном объеме, как можно познакомиться с Амитхан Султаном после его биографические данные, боевой путь, путь летчика-испытателя, и в то же самое посмотреть на очень многие выставленные экспозиции. Там сегодня действует постоянно действующая экспозиция. Вот. Но наряду с этим часто вот именно наш музей, как будем считать, материнский музей, который здесь находится в Симферополе, проводит там свои дополнительные выставки, посвященные конкретно. Вот, например, рядом с экспозицией Амитхан Султана, вот на первом этаже, у нас было поставлено, как говорится, понимаете, именно авиаторы, которые служили в годы Великой Отечественной войны, потом, которые избрали благодаря Амитхан Султану путь в авиацию, сегодня летают такие, как Энвер Тахтаров, так далее, так далее, так далее. И в то же самое время были выставлены непосредственно герои, которые с честью и с достоинством защищали как свою большую, так и малую свою родину, Крым. И вот они там выставлены для них, включая Алиме Абдынанову, включая Абдулима Решидова и так далее, так далее, так далее, так далее. Потом стала перед нами задача, погодите, а мы в Алупке. Давайте покажем, какую же роль сыграли алупчане в защите. И вот вы представьте себе, капитан запаса, инвалид, вот, Молла Абдурахман, в честь которого сейчас корабль даже назван, вот, своими руками, будучи инвалидами, при помощи такого скромного инструмента на мраморной плите высек все имена 102 человека, которые ушли с Алупки на второй день войны добровольно. В целом, согласно списку, оставленного им, ушло 124 человека. Про Отечественную войну мы поговорим в конце. Вопрос, я думаю, вот то, что сегодня состояние музея Амитхан Султана, оно отвечает требованиям времени, учитывая, что мы планируем в Крыму огромное количество туристов. Я должен, один из регионов массового Я должен отдать должное Леониду Ивановичу Грачу, который в свое время так и заявил,
Амитхан – сын Крыма. Амитхан – глубокий интернационалист. И лучшее здание в Алупке должно принадлежать его музею. Он этого обеспечил. Все нормально. Слава Богу, потом восстановили, реставрировали. Это бывшая дача Никольской, но там есть один очень тяжелая проблема. Вы понимаете, вот можно я завершу? Так, пожалуйста. Дело в том, что, понимаете, вот раньше, когда это была дача Никольской, это действительно вокруг был сад и все такое секое, нормально. Потом, когда передали в ведомость санатория, начали строиться рентген-кабинет, зубпротезный кабинет и так далее, и так далее. А когда развалился Союз, все это передали в частные руки, как квартиры. И сегодня каждый этот человек норовит захватить определенную себе дозу, понимаете? И главное, прямо у входа в музей стоит гараж, который уже так материально огражден, и в котором летом еще шашлыки жарят, и 5-й, 6-й, и так Дело далее. в том, что в Крыму массовое строительство, причем хаотическое, оно было везде. Сегодня наши города напоминают, я даже не знаю, с чем Но вы сравнить. поймите такой вопрос. Поэтому- Ведь это единый дважды герой Советского Вот Союза. я Это как раз раз. об этом хочу другое. сейчас сказать. Вы понимаете, и потом, ведь это здание, вот как Андрей Витальевич не даст мне соврать, все-таки историческое архивное здание. Там жили мать, сестра Ульянова Ленина. Оно, как говорится, находится на охране закона. У него ведь зона-то охранная должна быть. Почему на сегодняшний день вот этот вопрос никак не может решиться? Да, это, к сожалению, Шевкет Бей совершенно прав. Проблема очень серьезная, потому что в течение длительного времени шла хаотическая застройка, без всякого плана, без согласований. И, кстати, во многом и продолжаются эти процессы и сегодня. И, конечно, я надеюсь, что как бы сейчас новые подходы к охране культурного наследия, новое законодательство, новые требования, они позволят новое руководство Госкомитета по охране культурного наследия. Я думаю, что, так сказать, каким-то вещам будет поставлен заслон, а что-то мы... Что-то выпрямляться будет. Да, Понятно, конечно. я должен сказать, что уже мы видим, да, какие-то результаты. То есть начались реставрационные работы противоаварийные на Ханском дворце, в Судаке. Судаки, Вот, Бахчисарае. да, то есть 200 Старом Крыму. с лишним памятников федерального значения будет, Да. так сказать, отреставрировано. Вот в связи с этим, Андрей Иванович, смотрите, весь мир, развивая туризм, делает основной упор на этничность. Ведь есть природные туристы, есть экстремал, так сказать, но основная масса туризма – это этнический туризм. То есть туристы приезжают и знакомятся с жизнью, с народом, который там проживает. В связи с этим, достаточно ли внимания уделено в Крыму на развитие этнической части туризма и музейного дела? Достаточно ли существующих музеев, их дочерних предприятий, которые могли бы обхватить весь Крым в какой-то единой системе преподнесения туристу жизни Крыма? Да, Крым сегодня многонациональный, мы все это признаем, мы это видим, мы развиваем и оказываем помощь каждой нации. Но в связи именно в этом основная национальная составляющая – это все-таки крымские татары. Мы берем факт просто. Поэтому достаточно ли музеев крымско-татарских, чтобы преподнести туристу его желание познать Крым через крымско-татарскую культуру? Ну, я думаю, что как бы в плане государственных усилий, да, государственных музеев, вот давайте подумаем, а сколько у нас есть музеев, которые рассказывают о крымско-татарской культуре. Ну, безусловно, это Ханский дворец, Хан-Сарай, так сказать, жемчужина, которая исполняется, например, в этом году, в 17-м, 100 лет со дня создания музея. Создание музея – это большой праздник музейного сообщества, который все мы будем так или иначе отмечать. Крымско-татарская культура представлена в Крымском этнографическом музее, в музее крымско-татарского культурного наследия. Много это или мало? Да? Ну, наверное, мало. Наверное, мало все же, потому что
потому что все-таки культура крымских татар, она занимает гораздо большее место, чем сегодня это показано в наших музеях. Ну вот пути, скажем, как показывать. Возможности государственных музеев достаточно ограничены. Государственные музеи – это консервативные структуры, которые ведут, так сказать, большой документооборот, собирают, хранят, так сказать, памятники, движимые памятники исторического наследия. Да? Здесь, мне кажется, должна быть как бы приподнята роль все-таки частных музеев. Частные музеи, да, в отличие от государственных, они могут себе позволить значительно больше. Да, они могут наряду с предметами, да, представить, скажем, кухню или обряды, нематериальное какое-то, так сказать, наследие. Да, то, чего не может себе часто позволить государственный музей. То есть создать вокруг каких-то предметов, ну, не побоюсь этого слова, в хорошем смысле, шоу, какую-то игру, Ну, реконструировать Сценические какую-то жизнь. формы Да. преподавания. Вот это было бы интересно. Вот я думаю, что как раз те, кто занимается у нас развитием туризма и курортного дела, как раз должны помочь энтузиастам, а их много. Они же есть практически в каждом, Да, в небольшие каждом музейчики. городе, где присутствуют крымские татары. А есть какая-то правовая база привлечения? Ну, безусловно, правовая база существует, но я думаю, что правовой базы, которая наработана в Российской Федерации, ее, ну, может быть, недостаточно для нас, но у нас есть свои возможности принимать свои собственные законы, проводить свою музейно-культурную политику, свою собственную политику, которая будет соответствовать федеральной, но, так сказать, какие-то важные нюансы с помощью этой политики могут быть реализованы. И вот я думаю, что развитие культуры, какая-то динамика вокруг, да, музейных предметов, она должна проводиться энтузиастами, и энтузиастам должен быть в этом смысле дан зеленый свет. А мы, вот как государственные музеи, мы будем оказывать методическую помощь, мы будем оказывать помощь выставочным каким-то, возможно, материалам, да, которые у нас в изобилии присутствуют. И тогда вот при таком взаимодействии музейное дело должно быть живым. Да? Этнография, когда это за стеклом, это смотрится не так, как если тот или иной предмет, да, мы видим в движении, в непосредственной жизни, в контексте тех. То есть в Крыму других сегодня, предметов. к сожалению, еще недостаточно этическая направленность музейного и туристического. Я думаю, нам есть куда развиваться. Да? Я бы тоже- в этом отношении вот Да, немножко пожалуйста. раскрыл бы вопрос. Тут имеется, понимаете, в чем виду? Вот вы все прекрасно знаете, что Крым – единый регион, где никогда открытого такого противостояния живущих народов друг другу не было. Ни тогда, ни тогда, ни тогда. Если на политической норме это что-то там проходило, даже гражданское на 5-6. Но вы понимаете, о чем идет речь, Андрей Витальевич? Вот у каждой нации есть историческая родина. К сожалению, у крымских татар нет ничего, кроме вот этого вот полуострова, который называется Крым. Ну почему, к сожалению? Это, наверное, к радости. У Понимаете, нас я есть имею в Крым. виду, Это такой факт. я бы сказал, к радости. Да, у нас если это- бы оно действительно так было определено. А то пока вот этого вопроса нет. Вот вы мне лично вот сами скажите, вот не бьет вам постоянно в ухо вот такое многословие Новоандреевка, Новониколаевка, Новопавловка и Вы и так хотите далее. сказать? Нет, я понял. Топонимика хотя бы, вот, как говорится, имела смотрите. право вернуться на Давайте начнем вопрос с этого. Андрей Витальевич, является ли топонимика историческо-культурной ценностью? Безусловно, топонимика – это часть нематериального культурного наследия. Вот за это спасибо. Безусловно. Вот чего я ожидал. Я всегда выступал за то, чтобы крымско-татарская топонимика была представлена и восстановлена в том виде, в котором это было бы приемлемо для всех. Да? И поэтому нужно думать, нужна программа восстановления. Конечно. В Да. конце концов, можно начать с того, что двояко на таком языке Вы и так член далее. и так общественного совета, вот мы Да, я член слышим общественной палаты. разные разговоры, что общественный совет тоже рассматривал этот вопрос. Давайте соберемся, вот представители интеллигенции,
И обсудим в новых исторических условиях эту проблему. Потому что в тех исторических условиях, которые у нас были до 2014 года, она не решалась, потому что она была очень Невыгодно политизирована. было ее решать. Она была политизирована. Конечно, крайне, да, это играли в политику. и Сейчас перетягивали. эти политические моменты, они в значительной степени сняты, их еще нужно, так сказать, расчистить и посмотреть на то, как это можно сделать и поэтапно двигаться в этом направлении. Я надеюсь, вот общественный совет, как организация, возьмет на себя какие-то обязанности по... Мы, как общественная палата, наша задача, да, святая задача, это идти навстречу общественному проблемам, движению. которые Да. возникают. То есть мы можем стать площадкой обсуждения прежде всего. Да, вот этих- хотелось бы, чтобы этих это... вопросов. Давайте мы будем их обсуждать. Чтобы не кулуарно Видите, все обсуждалось. Один ученый муж в этой общественной палате все-таки вы. Нет, ну, не У будем. нас, Не будем, у нас да. почти, Поэтому у нас все ваше там поймаешь достойные предложение там могут быть. И второе. Вот я вас знаю, давно знаю по вопросу того, что вы все-таки Амитхан Султана тоже близко к сердцу держите. У вас специально ему посвященный там есть, люди. я Да, помню, у нас тогда. специальные... Вот скажите, раздел. пожалуйста, вот в 4-летнем возрасте, оставшись сиротой, но будем считать 9 лет, отец Амитхана вместе с друзьями покинул Дагестан. И после этого никогда, ни раз он туда не возвращался. И даже когда уже Амитхан в 1965 году официально прилетел, взял такси, приехал домой, папа нас приглашает туда, он не поехал. К чему я это веду? Там кадетский корпус, там проспект, там аэропорт, там школы и так далее, и так далее. Вот как вы считаете, заслуженный ли Амитхан Султан, который в небе Крыма сбил 6 самолетов, аэропорт назвать именем Амитхан Султана? Ну, Мустафа Сидорович, Вот ваше личное мнение. насколько я знаю, аэропорт Махачкалы носит имя Амитхана Султана. Вы знаете, Поэтому один человек мне об этом на совете заявил. Мне было это просто слушать. Летчики путаться будут. Понимаете, там аэропорт имени Амитхана, тут аэропорт, какое-то имеет значение. Вы знаете, сколько в мире одноименных Мустафа аэропортов? Сидорович, я понимаю, что вы к авиации испытываете особенно теплые отношения. Но мне кажется, что у нас есть еще масса объектов достойных, которые могут быть названы именем Амитхана Султана. И это надо делать, безусловно. Имя, а не только Все-таки имя в первую Амитхана, очередь это летчик, понимаете? Не только именем Амитхана, наверное, но Конечно, именем и других. много заслуженных Да, людей. да, да, да. Но Я знаю, что имя сейчас... дважды Героя Советского Союза, конечно, у нас на особом Но счету. при этом, при Я всем, думаю- еще один вопрос. Позвольте, пожалуйста. Вот смотрите сюда. 1 сентября 2014 года президент подписывает указ. Абденанова Герой России. А как поступили с книгой Шершова, где нагло написано, что она предатель, предала группу? Вот поэтому мы Ну, насколько я ставили знаю, вопрос. эта книга не получила дальнейшего распространения. И, Сейчас вы знаете, она ну, распространилась. возможно, Нет, в вы... частном порядке. Возможно, В частном вы, порядке Мустафа это. Сидорович, Ведь, возможно, понимаете, вы этого человека, мне кажется, имеете- можно было привлечь уже к чему. Возможно, вы имеете в виду второе издание, но во втором издании там этих вещей нет. Там они подкорректированы. Просто создается такое, поймать Мустафа, впечатление, кто прав. Нет, давайте, Президент Мустафа, или не некий? будем сейчас Ну, во-первых, заниматься выяснением да. отношений. Мы сюда Да, пришли книга вышла до. искать пути развития. Наша цель сегодня – развиваться. Претензии друг к другу, они никуда не приведут. Понимаем это дело? И все это начинают понимать. Мы должны двигаться вперед. Как двигаться? Вот давайте об этом говорить. Если какие-то 100% проблемы... согласен. Да, поэтому 100% то, что раньше было, а вот так было, тут так было. Да, мы знаем, оно так и было. Но это не означает, что мы сегодня должны остановиться и выяснять, как было. Мы сегодня смело идем вперед, ставим все вопросы в открытую, обсуждаем их. И если вопрос готов к решению, мы должны его решать. Один из вопросов, вот мы сегодня правильно подняли, это вопрос топонимики. И общественная палата готова стать площадкой, где серьезно будут обсуждать. Не просто между слухами какими-то, а серьезно давайте поставим вопрос и обсудим, как восстановить То есть топонимику. какие-то тут явочные попытки, такие кавалерийские атаки, Да, они ни к чему, не приведут. конечно. Мы понимаем, Нужно что- серьезно
Да, сесть, мы подумать сегодня- и вообще обговорить открыто эту тему. Конечно. А просто оговорить ее. Там недостаточно манифестов в Да, средствах вот ты массовой имеешь информации. право, что я это имею нужно, право, там, да, нужно, это лозунгами Да. дело Я не в этом, изменишь. нет, в этом отношении, которое вы начали говорить, я 100% согласен. Так вот, Их мы- можно сделать в любом уголке Крыма, Мы понимаете? должны двигаться Горный в Крым Сапога. сделать, понимаете, вот именно дом, саклю такую и так далее, и так далее. Естественно. Степной Крым то же самое. Показать именно колорит народа и все в Слава, таком плане. сегодня Крым – дом для всех. Поэтому говорить, вот ты здесь, а я здесь – это неправильно. Если мы хотим, чтобы наш дом расцвел, и каждый чувствовал себя дома, а не в ущербе, мы любой вопрос, который нас волнует, мы будем выносить. Прошу меня извинить, вы меня обсуждать. просто превратно поняли. Я, наоборот, только за это. Нет, поэтому Только это. постановка вопроса должна быть тоже спокойной, нормальной и приемлемой. Нельзя сегодня друг друга кидать камни. Вы понимаете? конечно, нужно Шевкет, какая-то... вот какие-то если площадки. возьмешь букет полевых цветов, Я прекрасно то вас ими понимаю. любуйся всю жизнь, потому что они разные, у каждого Конечно, свой. это Но же они дополняют друга, Естественно, украшают Николай, друг друга. мы Вот о чем тоже речь. и Я к только этому за это. идем, да. Я думаю, что уж в чем, а сегодня как бы для нас культура должна быть объединяющим началом. Конечно. Политически, нам нечего делить. И сегодня, и даже мы с вами, мы не обсуждаем политических вопросов. Нет, конечно, да. В основе своей, сделаны, так сказать, определенные пути для того, чтобы все эти вопросы были решены. Но культура – это то, что в наших силах. Да, И вообще я думаю, что политическая ситуация сегодня пришла к такому моменту, что мы отстаем от нее. Мы, имея возможность решать вопросы, мы отстали и не можем решить вопросы времени, которые сегодня перед нами ставит. Мы, к сожалению, в своих некоторых внутренних чувствах отодвигаем. Вместо того, чтобы решать вопросы, мы занимаемся его разъяснением и объяснением, что уже, в общем-то, давно-давно понятно. Мы должны искать те общие шаги в культуре, в наших действиях, в наших взглядах, где у нас общее. И только так можно решать вопросы. Поэтому вот еще один такой вопрос, который меня всегда волнует. Вот мы говорим о том, что музейное дело в Крыму должно широко распространяться и подниматься. Я вижу будущее крымских музеев – это шикарные большие здания, светлые, в которых толпы туристов наслаждаются тем, что у нас есть в Крыму. Представляете вот эту картинку? И если мы к этому не будем идти, то мы из того состояния, наверное, не сможем выйти. Поэтому я бы очень хотел, чтобы музейное дело, которое вы сказали, вот принята программа. Она еще не принята, она сейчас обсуждается. Тем более тогда хотелось бы, чтобы в нее были вложены вот те мысли, которые мы с вами сегодня говорим, и каждый крымчанин видел бы пользу от этого развития. Ведь в том случае мы можем только выигрывать, когда каждый почувствует соприкосновенность и пользу этого мероприятия. Совершенно верно. Для этого и наши коллеги, вот и Мустафа Сейдамитович, тоже должен внимательно ознакомиться с этой концепцией и внести в нее свои предложения. Безусловно, конечно, с удовольствием. Дело в том, что я к чему, понимаете, вопрос ставлю, да? Все-таки вот Крым – это уникальнейший уголок земли. Вы знаете, когда-то Павел Неруда написал такой, мне указал. Крым – это орден на груди планеты. И понимаете, если мы действительно сможем культуру поставить здесь, в музеях и во всем отношении, когда паломничество туристов будет больше, чем куда-нибудь в другое место. Можно увидеть, все и вся увидеть, понимаете? Вот. Во-первых, природный комплекс огромный, от пустыни до, понимаете, болот. Если взять растительный, абсолютно практически все. А взять, самое главное, ценность людей. Вы посмотрите. Вот в любом регионе вы не увидите такую красоту людей, которая в Крыму. Потому что, вы понимаете, вот это переплетение народов. Да,
и привело к тому, Вот что это здесь самый... нужно уметь сегодня выставить. Наша цель сегодня, и цель нашей беседы именно найти вот эти вот маленькие, большие дорожки к всеобщему единению. Если мы это сумеем сделать, значит, мы достойно проживем свою жизнь. Ведь меня всегда очень радовало то, что в Крыму мы смогли сохранить мир. Ведь прошли мы очень через серьезные испытания. И я думаю, это заслуга каждого крымчанина, не кого-то отдельно взятого. И имея, как вы сказали, такое население и такой народ в Крыму, совместный весь, развивать культуру – это наш просто долг. Безусловно. И хорошая основа создана. То есть, есть где собираться. Есть вот замечательная телестудия компании «Милен». Да? Есть Крымско-татарский музей, есть Центральный музей Тавриды, есть театры и так далее. То есть, ну, чего недостаточно? Мне кажется, что недостаточен диалог внутри интеллигенции пока еще. То есть произошли большие изменения в нашей судьбе, да, в судьбе Крыма. Давайте их вместе осмысливать. Давайте вместе пытаться, так сказать, реализовать ту надежду, которую эти изменения породили. То есть не нужно принят какой-нибудь великолепный документ, да? Вот. Мы очень порадовались, да, что он принят, а потом забыли там на какое-то время. Андрей, Этого не должно происходить. Вот одна идейка. Вот смотрите. Кинотеатр Симферополь. Чем он сегодня занимается? Вот почему не отдать это прекрасное здание под Дом дружбы народов? Вот именно то, о чем вы говорите, чтобы там постоянный обмен был межнациональный, понимаете? Чтобы собирались, вместе решали, что делать, как делать для развития вот этой вот культуры и вообще взаимоотношения людей. Ну вот я думаю, что... Был бы он наверное, домом дружбы народов. Министр наш культуры и вице-премьер соответствующий профиля, а может быть и глава республики посмотрит. Слава Богу. И услышит ваши слова. У нас министр самая и- красивая да. женщина. И- понимаете, это отдать надо, поэтому нам И будет, проверьте. конечно, какой-то результат. Да. Вот. Да, и я думаю, сегодня у нас нужно активизировать наши предложения. Мы слишком много засиделись на кухнях, мне кажется, обсуждая все проблемы, и дальше кухни многие проблемы не выходили, и оно внутри нас создало какие-то барьеры. Возникла какая-то пауза, да? Да. И эта пауза не должна затягиваться. Не должна, конечно. Поэтому я думаю, что вот те слова, те предложения, те мысли, которые мы сегодня с вами озвучили, они найдут достаточный отклик среди крымского населения. И я думаю, если мы еще полшага сегодняшней беседы сделали вперед, я считаю, что Тем паче сегодняшняя беседа удалась Да. со всех сторон. Спасибо Будем на вам. это надеяться, над этим работать. Да, спасибо вам за Тем паче участие. у нас есть совет старейшин крымско-татарского народа. Люди тоже умудренные жизненным опытом. Мустафа, все эти предложения должны не только выговариваться, они должны фиксироваться. Сегодня время, Вот я об этом предлагаю. Да. Совместный контакт. естественно, Решаем вопрос. значит, должны быть соответствующий подготовленный документ, переданный в соответствующие структуры, где это рассматривается, и все. А то мы очень часто обвиняем кого-то, а сами лишний шаг почему-то не сделали и пытаемся перепрыгнуть через эту проблему. Так не бывает. Мы должны постепенно наращивать присутствие. Чем сильнее, тем больше. Совершенно верно. И поддерживать достаточно высокий уровень взаимодействия и диалога. Конечно. Тогда взаимная культура. не будет Конечно, недопонимания. безусловно, это Да. культура, дискуссия. И смотреть друг на друга не как на противника, Да, на соперников. да, на соперника какого-то, конкурента, а на человека, который помогает решать проблемы. О, И тогда нашли двух соперников. Тогда мы сумеем спокойненько преодолеть все препятствия. Спасибо Сайгылы за то, что sohbetimiz sonuna yetti. Bugünkü sohbetimizden en birincisi muzeylerimizi unutmayıq. Bu bizim hazinemiz. Hazine baylığı halka varmak gerek. Halkın ellerine olmak gerek. Halkın gözlerine, kulaklarına olmak gerek. O baylık o vakit baylık oluyor. Hazine evler kapalı dursalar o baylık bir sene gerek olmaz.
Кысмет болса, көрүшүнчө салкына калыңыз.